Марина, фонду «Живая классика» более 10 лет, одноименному международному конкурсу юных чтецов он проходит в 9-й раз. Как появилась идея создания этого конкурса, что изменилось за эти годы, какой прогресс? Например, можете ли вы вспомнить, сколько человек участвовало в первом конкурсе и сколько будут участвовать сейчас? Да, могу. В следующем году у нас юбилей, правда. Конкурс чтецов появился в Петербурге в 2011 году. И на самом деле такой конкурс уже существовал в Германии более 50 лет. Его придумал детский писатель Эрих Кёрснер. А идея была в том, чтобы дети читали друг другу любимые книги. Остальные слушали, и им тоже хотелось эти книги прочитать. То есть идея была делиться любимыми книгами и читать прозу. И я думала, что такой конкурс у нас как бы не пройдет. Но в 2011 году оказалось, что конкурс оказался востребован, и петербургские школьники стали учить тексты наизусть, стали читать совершенно что-то, какие-то невероятные произведения. Мы этого не ожидали. То есть, например, там шестиклассники стали читать Булгакова, и дети выбирали сами, и выбор был интересный. То есть кто-то читал Селлинджера «Над пропастью во ржи», кто-то читал «Чайку» Ричарда Баха. Но было понятно, что это не те книги, которые им рекомендуют в школе, и что детям есть чем поделиться. И читают они классно. И у конкурса, у нашего, появилась такая театральная составляющая, которой не было в Германии, потому что наши участники читали наизусть, хотя правила этого не предполагали. И когда дети стали выступать на сцене, то собрались зрители слушали, смотрели. Стало понятно, что это очень зрелищно. И тогда было принято решение сделать конкурс всероссийским, потому что в 2011 году стали стихийно подключаться города, и было около 20 тысяч участников, хотя у нас не было какой-то пиар-компании, то есть мы не слишком продвигали эту историю, мы хотели попробовать. Но когда мы поняли, сколько участников, то есть стало ясно, что эта история востребована, и надо ее продолжать. Ну и тогда было принято решение запустить ее по всей стране, и 83 региона в 2012 году приняли участие, было больше 2 миллионов участников, то есть страна довольно тотально вовлеклась в эту историю, и тогда были только шестиклассники. Потом конкурс рос, присоединялись, наши участники росли, мы расширяли возрастные границы. Потом мы поняли, что живая классика – это еще и такое детское сообщество, потому что дети проходят этапы, дети начинают дружить, им хочется дальше что-то делать вместе. И так у нас появилась детская редакция, это для детей, которые хотят стать журналистами. Школа социального проектирования для детей, которые хотят делать свои проекты. Потом присоединились страны. Сейчас у нас 85 стран участвуют в проекте, и мы делаем телемосты между русскими городами и другими странами. И, например, у Ижевска в прошлом году был телемост с Великобританией. В этом году был телемост с Донецком. И это возможность наладить какие-то связи с совершенно другими ребятами, узнать, какой у них опыт. То есть понятно, что да, дети, которые живут в Великобритании, плохо владеют русским языком, учат. И это вообще вот это одна среда, да, Донецк — это абсолютно совершенно другая ситуация. Но ты можешь понять, как они учатся, как они живут, как они проводят свое свободное время, какие книжки они читают. А можно с Мексикой связаться, а можно потом поддерживать отношения. И конкурс проходит так: классные этапы, потом школьные, потом районные, региональные. После этого 500 человек едет в Артек. И дальше самые уже суперфиналисты выступают на Красной площади, вот прямо на Красной площади, на открытой сцене, где большой зрительный зал, огромное количество камер. Вот такая история. Как конкурсу удается оставаться актуальным сегодня, в 2020 году, учитывая, что многие дети предпочитают вместо чтения книг сидеть в гаджетах? Ну, во-первых, мы должны постоянно развиваться. То есть если конкурс не будет никак меняться, вот он так вот придуман и идет, то, конечно же, через какое-то время проект умрет. То есть мы должны постоянно, во-первых, мы очень много общаемся с подростками, и мы спрашиваем, а что вам нужно, а как нам подкорректировать, а как нам еще вот, да. Во-вторых, ну все-таки дело, что подростковая литература, она очень увлекательна. И если тебя даже заставили поучаствовать, но ты потом пришел, и ты слышишь, что читают ребята, и ты думаешь, а что, вот типа такие книжки существуют? Потому что подростковая литература с очень острой проблематикой. И там есть все что угодно, не знаю, развод родителей, там отношения с учителями, какая-то влюбленность, одиночество, друзья, которые тебя кидают в самый неподходящий момент, буллинг тот же самый. Темы острые. И подростки в литературе настоящие. И если кто-то говорит, например, какие там наркотики, что наркотики, дети не знают слова наркотики. Ну, дети знают слово наркотики, понятно, да? Но в литературе
об этом написано довольно открыто, ты можешь об этом поразмышлять, ты можешь понять, что произошло с героем в результате того-то, того-то. И современная подростковая литература, она не то чтобы какая-то там нравоучительная, да, нет, не черно-белая, но она дает пищу для размышления. И когда ты просто узнаешь о том, что существуют такие книги, то тебе становится сразу же, в общем, ну как бы интересно дочитать эту историю, потому что ты понимаешь, что это касается тебя. Ну вот как бы есть уроки литературы, вот эти книжки надо прочитать, ну я понимаю, да, но какое это отношение имеет ко мне. И здесь талант учителя, сможет учитель объяснить или нет. То современная подростковая литература и российская, и зарубежная, вот сейчас просто бум подростковой литературы классный. Там сразу понятно, что это про тебя. Мы сделали такую программку, она находится на нашем сайте, это индивидуальный подбор книг для подростков. Вы, кстати, тоже можете поучаствовать, хоть вы не подросток, но это очень интересно. Это проективный тест. Ты придумываешь персонажа, сколько ему лет, как его зовут, о чем он мечтает, к чему он стремится. И каждый твой ответ на вопрос, в зависимости от того, как ты ответил, появляются дальше и дальше варианты ответов. И всего 2 минутки. И после этого в мировой литературе находится та книга, которая максимально похожа вот на этого описанного персонажа, то есть которая максимально соответствует твоей жизненной ситуации. А сейчас в системе загружено 300 книг. И это книги, то есть кажется, что со мной происходит что-то такое, чего ни с кем другим не происходит. Но ты выходишь на эту ситуацию, и ты понимаешь, это описано в мировой литературе. И это уже с кем-то происходило, и такая история. Ну и благодаря такому подбору книг тоже интересно, что ты понимаешь, что есть такие герои, они нашли какое-то решение, и ты фактически советуешься не с человеком, а с книгой. Но часто, да, в нашем окружении нет такого человека, с кем ты реально можешь посоветоваться. Ну, там есть друзья, да, у них какая-то точка зрения, они могли этого не переживать. А здесь книга подбирается специально для тебя. Произведения каких авторов больше всего пользуются популярностью у участников международного конкурса юных чтецов «Живая классика»? У нас есть топ-100 книг самых популярных, он есть на сайте. И мы каждый год делаем список запрещенки. Вот самые популярные книги у нас попадают в список запрещенки. Мы за них снижаем баллы, потому что мы не хотим, чтобы из года в год читали одно и то же. И у нас в список запрещенки, например, туда попадают хорошие авторы, естественно, которые самые популярные, потому что наша задача, чтобы еще новые появлялись. Например, у нас попал в список запрещенки Яковлев. Юрий Яковлев, это совершенно, да, Драгунский, Зощенко, не помню, но, возможно, тоже, там, Аверченко, Тэффи, вот это как бы очень популярные, и военная проза, конечно, популярна, там, Васильев, «А зори здесь тихие», но, тем не менее, много и другой литературы, там, Марины Дружининой много, Ксении Драгунской, Тамару Крюкову совершенно бесконечно читают. Сейчас стали много читать Нину Дашевскую, там, но этих авторов их просто, их много, да. У меня есть какие-то любимые книги, которые я сейчас начинаю там говорить, что я знаю, что через некоторое время эти книги будут читать. Потом будет, как обычно происходит, кто-то читает на Красной площади текст, побеждает с этим текстом, на следующий год у нас массово читают этот текст. Поэтому можно посмотреть список победителей, и вот эти тексты оказываются самыми популярными. Как сделать так, чтобы не заставлять читать ребенка, а чтобы он сам захотел взять книгу в руки? Здесь надо очень угадать. Может быть, Зощенко и не возьмет в руки. Здесь надо подобрать текст, который подходит подростку. То есть, если ты даешь какую-то книгу, тебе кажется, как, Пруста, что ли, не сможешь ты осилить Пруста? Давайте вот тебе Пруст, читай. А человек вообще не готов к Прусту, и он засыпает. Он просто не готов, он еще не созрел для этого чтения, он не захотел этого чтения, ему нужна другая динамика, ему нужен завернутый, закрученный сюжет, он хочет детективы читать или фантастику, а ему Пруста дают, да, например. И вот мне кажется, что очень важно не отбить как раз вот интерес к чтению, давая книгу, которая может не подойти, потому что мы в каждом возрасте до чего-то дорастаем, да, кто-то там дорос до Хемингуэя, кто-то дорос там до Ремарка, кто-то до Драгунского, и здесь надо просто угадать, что сейчас нужно, потому что кому-то нужен короткий рассказ, но который тебя увлечет, ты получишь огромное удовольствие, ты скажешь, дайте мне еще немножечко вот этого кайфа, пожалуйста, да, а кому-то нужно триллер там, да, какой-то читать. Ну вот для того, чтобы ребенок полюбил чтение, мне кажется, очень важно угадать. То есть если те, кто ему подсказывают, постоянно не угадывают и дают не то можно отбить интерес к чтению, в общем, навсегда. А если ты даешь то, скорее всего, человек дальше будет читать. Как дети решают, что они сами хотят участвовать в конкурсе, или их все-таки заставляют родители? Так их могут и заставлять. Как конкурсы все построены на том, что согнали. Всегда есть процент тех, кто хочет сам,
и у кого есть какая-то мотивация. Кто-то хочет просто путевку в Артек, кто-то приз какой-то хочет, кто-то хочет, чтобы его заметили, кто-то хочет в театральный вуз поступить. У всех разная мотивация. На самом деле для нас не так важно, заставили тебя, учитель сказал. Важно, получил ты какой-то от этого эффект, потому что мы же часто чего-то не хотим. Вот меня в детстве, там, не знаю, заставляли спортом заниматься. Сейчас я благодарна родителям, что я умею там на коньках кататься, да, но тогда я не хотела. Поэтому, особенно ребенок, он не всегда понимает, там, да, нужно, не нужно. Но понятно, что в компьютерную игру интереснее поиграть, чем сидеть, зубрить текст. Но другой вопрос, что когда ты зубришь текст, потом тебе это открывает, ну, просто много разных дорог. Допустим, ты не хочешь быть актером, но навык публичных выступлений перед залом нужен абсолютно всем. Где ты этот навык натренируешь? В классе, где все тебя знают? Ты же все равно привыкаешь, да, к этой обстановке. А потом ты приходишь в незнакомый зал, и ты теряешься, у тебя ладошки потеют, ты слова не можешь сказать, да? Вот такие конкурсы – это как раз возможность вот отработать, ну, вот эти навыки. Поэтому это в любом случае полезно, даже если тебя заставили. Но происходит иногда такое, что ты пришел, и ты думаешь, господи, мне нужно эти 3 часа сидеть, когда же там мое выступление. Но тем не менее, ты сидишь и слушаешь, что тебе еще делать. Пока ты слушаешь, тебя что-то зацепило. И ты думаешь, ну вот это ерунда, это ерунда, это ерунда, а вот это я, пожалуй, прочитаю. Мне интересно, чем эта история закончилась. И если такое происходит, то значит все, конкурс выполнил свою задачу. То есть если какой-то части зала захотелось что-то прочитать, значит уже все прекрасно. Нравится ли вам, как сейчас преподают литературу в школах? Необходимо менять ли школьную программу или нужно оставить все как есть? Здесь дело в том, что нет такого. У нас даже единой школьной программы не существует. И кто-то преподает литературу как историю литературы. Все выходят, знают даты, кто когда родился, но не знают, какое отношение это имеет к тебе. А иногда историю литературы, то есть литературу преподают как теорию литературы. Ты знаешь, что такое, там, не знаю, эпитет, метафора, фабула, но ты опять не понимаешь, какое это отношение имеет к тебе. Иногда это герменевтика, там, да, это анализ текста, иногда это чтение вслух. А еще литература, в первую очередь, я считаю, что это еще и урок психологии. Это в первую очередь урок про жизнь, про человека, про модели поведения различные. То есть это возможность наступить на чужие грабли, да, и дальше не совершать этих ошибок или выбрать для себя какой-то другой маршрут. И я считаю, что книги, которые прочитал человек, они на самом деле определяют жизненный маршрут. И я так для себя составляла список книг, которые я прочитала, и думала о том, ну, в общем, что из меня получилось. И я понимаю, что, ну, не прочитая я педагогическую поэму Макаренко когда-то, я бы, наверное, не стала педагогом, мне бы никогда не захотелось. А прочитала, вот и стала. Понимаете, Евгений Онегин, Татьяна и Онегин, они фактически ровесники вот школьников, которые, собственно, да, изучают. Но мы, когда читаем, часто на уроках литературы этого не понимаем. И нам кажется, что Евгений Онегин – это что-то абсолютно не про нас. Но если спросить вопрос, было ли с тобой такое, что тебе нравился мальчик, а этот мальчик увлекался футболом и вообще не обращал на тебя внимания, ты ему письма пишешь, а как в тот момент, когда ты другим мальчиком увлеклась, он хоп, и появился. И тогда ты понимаешь, что эта ситуация жизненная, она, вот как бы такое часто случается. И дальше, обсуждая какие-то жизненные ситуации, ты можешь уже перейти к каким-то другим вещам. На самом деле текст анализировать очень интересно. И интересно понимать, что стоит за текстом, расшифровывать, понимать какие-то явления, которые были, представлять себе быт того времени. Но сначала нужно начать все-таки с психологии, с того, какую историю рассказывает автор и какую историю, какое отношение эта история может иметь к твоему собственному жизненному опыту. Мне кажется, так. Можете ли вы посоветовать книги, после прочтения которых у каждого ребенка проснется любовь к чтению? Книги есть для разного возраста, и в каждом возрасте тебе нужно читать разную литературу, то есть нет ничего такого, ну как бы общего, нет такой одной книги, которую все должны прочитать и полюбить чтение, потому что я могу сказать, что я, например, начала читать вот так вот активно после того, как я прочитала, ну первое это «Четвертая высота» Галины Ильиной, но здесь вопрос, потому что все-таки немножечко у меня детство было некоторое время назад, и мне тогда вот эта героиня героическая, да, мне хотелось быть на нее похожей. Но сейчас дети тоже читают, но вот тем не менее. Потом Конан Дойль. То есть Конан Дойль для меня это было, я прочитала полное собрание сочинений, это было со мной в 5 классе, и там как раз увлекательный сюжет, который его цеплял, и ты понимал, что ты отложишь все уроки, ты будешь читать под одеялом с фонариком, пока ты не поймешь, чем же все там закончилось. И Беляев, например, «Голова профессора Дойля», «Человек-амфибия», вот, ну, это вот, да, такие книги.
Но я бы порекомендовала, например, всем пятиклассникам, шестиклассникам, даже семиклассникам вот книжку «Поллианна». Элеонор Портер – это книжка о том, как девочка, у нее умерла мама, она жила вдвоем с папой, семья такая, ну то есть у них денег совсем нет, и девочка попросила на Рождество прислать куклу, попросила благотворительное общество, а там что-то перепутали, и прислали ей вместо куклы костыли. Ну, ужас. А папа говорит: ты знаешь, давай будем с тобой играть в такую игру. Мы с тобой в любой плохой ситуации, тяжелой, будем искать что-то хорошее. И чем тяжелее игра, тем интереснее в нее играть. Вместо куклы подарили костыли. И это задача, которую надо решить. И они ее решили. И она думала, и девочка нашла сама ответ. Она сказала: костыли мне не нужны. Вот, да, и дальше всю книгу она попадает в разные тяжелые ситуации. Например, она живет в комнате, где нет зеркала, и комната такая вот как бы, ну, маленькая, неуютная. И она говорит: как хорошо, что в моей комнате нет зеркала, я не вижу своих веснушек. И я там ненавижу веснушки, я их не вижу. И получается, что любая ситуация, какая бы она ни была тяжелая, ты всегда можешь найти что-то хорошее в этой ситуации. Это очень светлая книжка, она на самом деле очень помогает, и я считаю, что вот такие книги, они довольно универсальны, их нужно читать. Но дальше уже надо смотреть пол, возраст, кто чем увлекается, кого какая проблематика интересует, потому что я, например, любила фантастику, и мне кажется, что Гарри Гаррисон «Стальная крыса» в 12 лет – это просто то, что каждый должен прочитать, ну, потому что это супер увлекательно. Ну, как можно пройти мимо «Стальной крысы»? Но это мой опыт, да. А кто-то не любит, например, фантастику, или не любит детективы, там, да, кто-то любит психологическую какую-то литературу. Здесь надо подбирать. Чем вас ежегодно удивляют участники конкурса, и есть ли вообще что-нибудь такое, чем они могут вас удивить? Меня удивляют новые открытия литературные, когда читают новые тексты, когда читают по-разному. Например, пьесу «Наташина мечта» читали по-разному, вот в этом году как-то так ее открыли, и многие стали ее читать. Там история о том, как девочка из детского дома наспор прыгнула с 3-го этажа. Ну, просто так. Типа, слабо, не слабо. Когда она прыгнула, к ней пришел журналист в больницу и стал расспрашивать, почему она прыгнула. И ей было не хотелось говорить, что она просто так вот наспор. Она говорит: ну, в детском доме так тяжело, нас обижают, нас не кормят, там еще что-то, чтобы произвести на нее впечатление. А она мечтала о любви. А он ей принес пакет сока. И она решила, что пакет сока – это и есть любовь. То есть, раз он так о ней позаботился, ну и оказалось, что у него есть девушка, журналиста, а девочка это уже его присвоила. Ну так, внутренне. И она решила, что это предательство, хотя ничего такого не было, никакой такой истории. Она попросила девочек из детского дома избить эту девочку. Ну и они за гаражами ее очень сильно избили, и вот эта вся пьеса, действие происходит в суде. И мы обсуждали этот текст. Это было очень интересно, потому что когда его читали вслух, все читали по-разному. Кто-то читал с сочувствием к этой героине, а кто-то считал, понимая, что она сделала. И дальше мы обсуждали. Чем еще занимается фонд «Живая классика», помимо организации одноименного международного конкурса? Сотрудничает ли фонд и конкурс с какими-либо региональными фестивалями юных чтецов? Чем мы занимаемся еще? Ну, в общем, я считаю, что чем больше конкурсов, тем как бы и лучше. Не должно быть никакой здесь монополии. Мы еще пишем книги. Есть проект, называется «Всероссийская школьная летопись». Это возможность для детей попробовать себя в роли писателей и вместе с одноклассниками написать и издать книгу. Самую настоящую книгу в жестком переплете. Когда вы вырастаете, я думаю, что вы себя в 6 классе не вспомните. Я себя тоже не вспомню. Очень все быстро забывается. И ты уже не помнишь, о чем ты мечтал, к чему ты стремился. Как это все восстановить? Но если это все записано, если каждый год ты пишешь какой-то текст про себя, и все это стоит на полке, то ты можешь смотреть, как ты развивался, каким ты был в разном возрасте. И дети вместе придумывают, о чем они хотят написать, как будет называться их книга. Они сами подбирают иллюстрации. И фактически каждый пишет 2-3 странички текста, как школьное сочинение. Но ты делаешь это каждый год. Ты получаешь книжку, написанную тобой и твоими одноклассниками. И ты видишь, как ты взрослеешь, как меняется твой язык, как меняются цели, которые ты себе ставишь, как меняются твои одноклассники. И идея в том, чтобы у нас была вообще такая всероссийская школьная летопись в электронном виде. Мы могли зайти туда, набрать любое слово «счастье» и посмотреть, как часто дети его употребляют в разных регионах, в разном возрасте. Тут можно делать исследования и материальной культуры, и психологии, какие проблемы интересуют подростков, как язык их меняется.
Ну а для ребенка это возможность просто сохранить свое мировосприятие в разном возрасте и попробовать себя в роли писателя, поставить настоящую книжку себе на полку. Вот. В Удмуртии участвуют 35 классов. Я знаю, что 35 книг написано, но я думаю, что таких школ будет значительно больше. Какое будущее и перспективы вы видите у международного конкурса юных чтецов «Живая классика»? Я надеюсь, что будет Всероссийский день чтения вслух, когда читать будут все, и малыши, и взрослые, на разных площадках, и в больнице, и в пожарной части, и в общественном транспорте. Все это будет проходить во всех регионах в единый день. Все, кто хотят, смогут почитать. Я, конечно, мечтаю об этом, но юбилей живой классики, 10 лет, возможно, мы сможем сделать мероприятие в Кремлевском дворце в Москве и собрать победителей прошлых лет. Возможно, мы снимем фильм. А сейчас мы записываем ролики такие социальные, смешные сценки «Умным быть круто», с такими звездными актерами, с их детьми, и они будут крутиться на телеканалах Муз-ТВ, ЮТВ Медиа. Потом появятся такие же ролики там в интернете. То есть проект будем развивать по-разному. Будем работать с блогерами, с лидерами мнений, пытаться рассказывать о книгах вот самых новейших, которые действительно интересуют детей, развивать вот эту программку. Каждый год приходят какие-то идеи. Вот сейчас я пока горю Всероссийским днем чтения вслух. Вы спросили, чем еще фонд занимается. Недавно у вас в Ижевске открылся памятник оружейнике Удмуртии, героям Трудового фронта. Он открылся на территории ЖГТУ, и это памятник, культурный след. Эта история, она сейчас вот только-только стартовала, все заявки могут подавать. Каждый человек, вне зависимости от возраста, места жительства, может предложить идею нового арт-объекта или памятника. Ну вот вы считаете, например, в моем дворе должно стоять то-то, в моем городе должен появиться такой-то арт-объект. Предлагайте идею, вы предлагаете ее на сайт «Культурный след». Дальше эксперты эти идеи отбирают, и потом профессиональные художники реализуют. И в прошлом году группа просто из Ижевска, я все-таки подсмотрю фамилии, Ольга Артамынская, Сергей Жилин, Владимир Ерыгин, они предложили памятник поставить детям, которые в годы Великой Отечественной войны работали в Ижевске на заводах, потому что в Ижевске, ну, понятно, было около 50 заводов, и так как не хватало рук, то работали подростки. И дети стояли на поддонах, потому что они не могли дотянуться до станков. И взяли фотографии этих детей военных лет и отлили в бронзе. Этих детей потом достали станок, самый настоящий, оригинальный, и он является частью памятника. И черно-белые фотографии, история по всему парку расставлены, такие мраморные или, да, наверное, как это, стеллы. И на них фотографии нанесены с историей ижевских заводов. Я завтра поеду смотреть этот памятник, я его еще не видела, как он выглядит по-настоящему. Но вот в Ижевске проект реализован.